Всем привет! И сегодня я бы хотел поговорить с вами о такой теме, как работа в IT. А именно о работе именно в Якутске. Так как я сам являюсь, скажем так, айтишником с опытом 10 плюс лет, мне эта тема особенно важна. И я заметил то, что многие люди не до конца понимают, что сейчас происходит, и я бы хотел это прояснить. Ну, вообще, начнем с того, что, я думаю, многие из вас заметили то, что вакансий в сфере IT стало сильно меньше, прям в разы меньше. Если раньше их было и в Якутске много, а в целом в России еще там огромное количество, то сейчас стало прям совсем мало. У нас были компании, как InDriver, который там нанимал десятками, если не сотнями различных программистов. У нас был тот же самый Майтона, игровая, которая тоже сотнями, и начиная от дизайнеров, программистов, по работе со спецэффектами, то есть в разных областях IT. И в целом отрасль как-то жила, и было нормально. Во времена ковида, наверное, был один из самых бумов, когда это все очень сильно стрельнуло. По миру в целом набирали огромное количество, все компании набирали как не в себя программистов различных из других областей, связанных там с искусственным интеллектом, отовсюду. В общем, рынок рос, спрос был огромный, было много различных и курсов, соответственно, на которых обучали этих самых программистов. То есть, ну, скажем так, то, что все росло. Что сейчас? Сейчас ситуация такая, то что у нас идет спад. Я думаю, ну, причины там их несколько. Но я думаю, и так многие все подозревают, да, основные причины. У нас многие компании ушли, скажем так. В целом, еще тоже какое-то количество компаний просто крупных поставило все на паузу, то есть они сильно никого не набирают, работают с тем, что есть. Вакансии, кстати, требования выросли. То есть сейчас прямо мало кого сейчас интересует, скажем так, джуны, да, то есть начинающие какие-то программисты. Сразу всем нужны высоко, высококлассные специалисты, о которых и так, их так же, как и раньше, на рынке достаточно мало, но они все нужны. То есть спрос на каких-то прям супер там специалистов все равно остается. Что еще? Про отклики. То есть сейчас, на какую-то одну вакансию, где хорошие, какие-то условия, то есть какая-то интересная работа, огромное количество откликов. То есть их там за тысячи переваливают. Желающих очень много. Но понятное дело то, что ты попробуй еще доберись. То есть не каждый дойдет, вообще не каждый, далеко не каждый дойдет до конкретно собеседования, потому что их буквально заваливает HR этими, как там, резюме. И еще сейчас такая тема, то что везде ставят нейрофильтры, да, то есть для того, чтобы твое резюме в принципе как-то дошло, его там раньше как вручную там смотрели, этот кандидат подходит, этот не подходит. Сейчас так, то что сразу там есть какой-то условный ИИ, который проверяет, так он по ключевым словам пробегает, раз, 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 ага, этот не подходит, этот подходит там. То есть и неважно, какой ты специалист, то есть ты даже можешь быть очень классным специалистом, но если ты там как-то не подошел или написал как-то лениво, не знаю, то есть все, ты уже вылетаешь, получается. Или просто еще банальнее, до тебя могут вообще не дойти. Это твое там резюме таки где-то проваляется, где-то на самом дне. Поэтому, с другой стороны, сейчас много сервисов, которые как бы улучшают твое резюме, ты туда загружаешь, оно как-то прокручивает его и выплевывает уже более таком хорошем формате. Ну, как хорошем формате? В том формате, у которых шансы повышаются для того, чтобы дойти до, ну, хотя бы для рассмотрения его, чтобы пригласили тебя на какое-то собеседование там или, не знаю, какую-то ставку там очную, не знаю, сделали. Так, что у нас еще? Программистов сейчас стало больше. В целом вообще этот рынок, огромное количество людей тоже начало входить. Это как юристы, знаете, там юристы, там бухгалтера в 90-х. Сначала была нехватка, всем нужны были специалисты, а сейчас наоборот. То есть переизбыток. Эти вот курсы, помните, наверное, эти курсы, где там обещали буквально там за полгода, то есть ты обучаешься, и там чуть ли не через год у тебя там от 300 тысяч ты зарабатываешь, там какой-нибудь дата-аналитик или еще. Сейчас это смешно где-то вспоминать, потому что уже сейчас дата-аналитик, ну, совершенно особо никому не нужен. Сейчас нейросети с этим отлично справляются, и опять же, да.
Поэтому курсы, с одной стороны, с другой стороны, это так называемый вайп-кодинг. То есть сейчас порог входа стал очень низкий. Для того, чтобы, к примеру, раньше надо было как бы получить эту профессию, там, перелопатить огромное количество и литературы, там, и обучить. Конечно, там требования были ниже, там, условно, какую-нибудь пару языков, какие-то навыки небольшие, и уже можно было зайти. Но, с другой стороны, и в открытом доступе мало чего было. Не было каких-то уроков и в Ютубе, и бесплатных каких-то этих тоже было материалов. Надо было везде по крупицам выискивать, а если у тебя еще, условно, сосед, там, какой-нибудь программист или еще, это тебе очень сильно помогало. Сейчас это не так. Сейчас много специалистов, которые заходят, говорят то, что мы все умеем, мы все знаем. По сути, они просто умеют хорошо писать промпты, да, то есть общаться с нейросетью, и он за них какую-то часть работы выполняет. Ну, с нейросетью я чуть попозже скажу свои мысли. А, Сейчас даже до того дошло, то, что какие-то звезды Голливуда там начинают выкладывать свои какие-то приложения. Вон где-то читал, то, что Мила Йовович Вык уже там чуть ли не в GitHub выкладывает свой код и показывает, как она умеет, ну, разговаривать и общаться с этой нейросетью и совместно делать какие-то проекты. Что еще из такого из таких сложностей? Это, наверное, то, что в последнее время доступ к передовым технологиям тоже осложняется. То, что сейчас, ну, понимаем все, что самое такое новое, современное, оно в первую очередь, конечно, на Западе где-то запускается, там, условно, в США. И для того, чтобы получить к нему доступ, это надо постоянно что выдумывать какие-то обходные пути, придумывать какие-то схемы, там, через третьи страны как-то подключать эти. Ну, я не буду называть, я думаю, все вы понимаете, как мы подключаемся, да, то есть что-то как-то там регистрируемся там, в этом оформляем карту здесь. Это тоже лишнее звено. И иногда думаешь, это чё мне тут это копаюсь постоянно с этими сетями, что-то пытаюсь, настройки какие-то пишу. Хочется иногда плюнуть, да и пойти куда-то в другое место. Также блокировки. Опять же, много чего заблокировано, замедлено, там где-то интернет лагает, вылетает, тоже накладывает свою, так сказать, отрицательную лепту. И что еще? Требования у заказчиков. Наверное, это тоже стоит обсудить. Требования заказчиков сейчас тоже выросло. Сейчас такие вакансии заходишь, там пишут такое, что сразу ты должен уметь абсолютно все. То есть там и бэк, и фронт, там и DevOps, там и настройка серверов. Туда понапихано такое, то, что я не знаю, раньше это делало 10 человек условно, сейчас ты один должен это все уметь делать. Сроки тоже быстро, все нужно быстро, быстро, вчера. Плюс добавляется еще такой аргумент, то что, ну, сейчас вот же нейросети, давайте там, ребята, вы быстро все делаете нам. Потому что как бы, ну, люди не до конца, опять же, понимают то, что это не какая-то панацея. Или кнопочка где-то нажал, и он тебе все прям совсем выплюнул. Нет, это же надо понимать, то, что это все поддерживать надо. То есть как-то в будущем, как это будет происходить. Вдруг как-то это потом слетит или еще что-то такое. Ну, вот есть какая-то погоня, то, что все быстро-быстро. И у заказчиков, как правило, я замечаю то, что тоже требования сильно выросли. Потому что раньше можно было 3 условно программиста, сейчас это один должен выполнить. Ну, как бы вот у тебя есть нейросеть, и он как бы все умеет. Если что, спроси у него. Что еще? Вот такой момент, то что ну, это все по моим наблюдениям, сейчас больше востребованность есть у фуллстеков, у людей, которые типа как человек-оркестр. То есть если ты всего понемногу умеешь, какое-то общее у тебя представление есть, то получается, ты можешь, используя, опять же, нейросеть, в любую часть как бы залазить и там это все развивать. Какие-то узкоспециализированные знания сейчас, наверное, чуть реже нужны. Хотя, опять же, наверно, это я говорю конкретно про себя. Может, и есть какие-то направления, где это также востребовано. Я в этом не сомневаюсь. Это именно про область IT. Ну, я вспоминаю историю, как, лет там 7-8, может, назад я пытался в свою команду там нанять разработчиков, программистов, и тогда было это очень сложно. То есть, ну, казалось бы, там условия, может быть, и не такие прям суперские были, но все равно было очень сложно нанять программистов, потому что многие отказывались, вариантов было очень много. Сейчас же не так. Сейчас как раз-таки компаний, которые ищут, уже очень мало. Те, кто есть, они уже ну, остаются при своем нынешнем штате и сильно не раздувают. Что сейчас работает? Сейчас хорошо работает это рекомендация от коллег. Это всегда работает хорошо, но сейчас это особенно. То есть, условно, ваше резюме там никто смотреть не будет,
Но если у вас будут рекомендации от какого-то человека, который уже работает в компании и говорит то, что вы действительно хороший специалист и как-то вас рекомендует, то это сильно упрощает, то есть, как раз, так сказать, приподнимет ваше резюме снизу и на верхнюю стопочку куда-то поставит, и его там заметят. Ну, вот такие вот у меня мысли. Может, у вас тоже какие-то есть свои по этому поводу мысли. Пишите в комментариях. Кому интересно, подписывайтесь на канал. И всего хорошего.